Let me see you put your hands up, yeah. Let me see you put your hands up, yeah. Всем привет, программа 9 секретов. Сегодня с вами поговорим о школоте. В школоте все время случаются такие случаи, что девчонок засовывают в мужской туалет. Да, пацаны у нас такие долбаны. Были такие случаи, что нас засовывали в мужской туалет. Или они посмотрели какое-то кино, либо они повторили это с каким-то видео. Да, конечно, такое случается. Но на будущее, что с такими пацанами долбанными вообще не встречаться. Потому что после того, как у них выше что-то поедет, они сразу начинают себя неадекватно вести. Ну, если честно, не все пацаны долбаны. Некоторые ведут себя адекватно и воспитанно, потому что они чувствуют себя взрослыми и ведут себя как взрослые. А некоторые ведут себя как пятилетние и ведут себя как будто они из другого круга. Ну, такие долбаны встречаются не только в школе, но еще и в университете. Потому что в университете они всегда такие. Особенно в институте и в колледже. Потому что студенты, они еще молодые и такие же, как школьники. Парни начинают взрослеть только в 14 лет. Потому что в 14 лет ты получаешь паспорт и становишься взрослее. И у тебя уже другие инициативы и хобби. Да вообще у подростков в 14 лет все меняется. У них меняется и характер, и хобби, и интересы. Потому что ранешние интересы это были детские интересы. А сейчас интересы стали намного взрослее и понимающие. Но если честно, стадо, которое было и какое осталось, нет разницы. Кажется, что раньше ты не понимал того, что происходило, а сейчас ты все понимаешь и все чувствуешь как взрослый, но на самом деле ты еще внутри ребенок. Потому что в 15 лет ты еще совсем ребенок. Когда 18, ты уже становишься взрослым человеком и уже идешь к следующему пункту. А пока ты еще ребенок в теле. Может, ты думаешь как взрослый и считаешься как взрослый, но внутри ты еще ребенок и ничего не понимаешь в жизни. На работе очень скучно. На работе, когда ты работаешь, ты не можешь повеселиться, послушать музыку, потому что на работе нужно работать и отвлекаться. А в школе ты можешь на уроках прям слушать музыку, и учителям похрен. Лучшая жизнь это подростковая жизнь, потому что в взрослой жизни у вас будет намного тяжело. В взрослой жизни вам придется работать, и на вас будут вечно орать, потому что вы не так работаете, я тебе не выплачу деньги, если ты там что-нибудь не сделаешь. Так что радуйтесь только подростковой жизни, потому что подростковая жизнь это намного легче, чем взрослая жизнь. Но если честно, в подростковой жизни тоже плохо, потому что в подростковой жизни вас вечно шмонают родители, вечно вас орут из отбоек. Это тоже возмутительно. Но в взрослой жизни еще хлеще. Самое главное это настроение, чтобы оно всегда было веселым. И не меняйте свое настроение, потому что когда вы грустные, все становится таким мрачным и теневым. А когда вы веселые, начинается светить радуга, и вы снова становитесь как яблочко. Некоторые режут вред на себе в ванне. Это просто кашпец. Я не понимаю, зачем так делать. Ну, я понимаю, что их достала жизнь, и их колбасит, меня тоже колбасит, но не такой степени, чтобы я резала вены на себе в ванне. Я понимаю, что у них плохое настроение, то, что их всех достали, но нужно радоваться жизни. И не забывать об этом, что жизнь, она самая клевая. Подписывайтесь на мой канал, если нравится мое видео, ставьте лайк. Пока!